Да, ну мы ходили также на эти, как его, на зачистки, мы стояли на блокпостах. То есть, ну как это, как, ну как положено там, поэтому. Да я понял. Вот. В очередь, сукины дети! В очередь! Дайте ему селедку. В очередь! Мы поедем, мы помчимся, на оленях утром ранним. Да. Доброй ночи. И вам не хворать. Меня Марк зовут. Вас как зовут? Ой, меня зовут Дмитрий, я из города Владимир, Российской Федерации. Понял, понял. Бедный мальчик. Меня зовут Марк, я из Ой, Киева. ебать, какой я мальчик, у меня 44 Вы что, года. девочка? Я старший офицер. Пусть, в смысле офицер? Ну, я старший офицер, майор полиции. Майор, Ну, был вы... когда. А сейчас кто? Сейчас пенсионер МВД. Пенсионер МВД, понятно. А кем в милиции работали? Ну, участковый. Или сейчас полиция называется? Ну да, потом их, ну, нас переделали. Так вы были уже в конце... Поменяли Были, удостоверение. были... М на П поменяли. Понятно, вы были полицаем. Ну, так точно, я был и полицаем, Бывший я был полицай. и милиционер, и кем только не Ну, был. а кем лучше быть? Ментом или полицаем? Ну, а менты-то они, хоть как ты их не назови, они все равно менты. Понятно. Это, так сказать, на подкорке. Так точно. Ясно. Простите, вы сказали, как вас зовут, а я забыл. Дмитрий, Дмитрий из города Владимир. Или так Владимир из точно, Дмитрова. отставить. Я Понял. Дмитрий из города Владимир. Дмитрий из города Владимира, ясно. О чем беседуете, Дмитрий? В столь поздний час, в столь Ну так, странном месте. ну что Путин хуйло, что, Тут я не стану с то, что ну, вами там, спорить не стану. То есть воистину хуйло. ну так точно. Я когда из Чечни приехал первый раз и третий раз уже приехал, А что в я пять Чечне раз забыли? судился с государством, то, что я свои деньги заработал, и тогда еще я даже суды выигрывал. Понятно. А что в Чечне делали? Сколько платили за каждого мирного жителя? В смысле? Ну, за каждого... Ну, сколько платили за убитого ребенка, сколько за женщину, сколько за старика? Нет, Или нет, одинаковые там, расценки? ну, вы глупости говорите, Не, ну там, серьезно, была вот разница в расценках или неважно? нет. Платили за, ну, как за скальпы. Независимо от того, кто. Не, отставить. Я работал, ну, первый раз я работал в Шергловском районе. Первый раз, когда я поехал, я работал в должности старшего, вот, отставить, оперуполномоченного. Второй раз я поехал, я работал в должности, опять же, я просто, ну как, извините меня, война не война, но там наркотики, убийства, Понятно. это как вот. Война войной, Вот. обед по расписанию. Да, а мы расследовали просто преступление. Понятно. Все. Да, ну мы ходили также на эти, как его, на зачистки, мы стояли на блокпостах. То есть, ну как это, как, ну как положено там, поэтому. Да я понял. Вот. Нет, 100 раз 2. Третий раз у меня было уже высшее юридическое образование. Я этих, как его, ну, местных ментов, там вот Ахмат Силы, там вот этих пидорасов, я их, это как его, я учил. Ну вот, например, ну как вот, очная ставка, как ее проводить. Они не знают, как ее проводить. Я Ну, вот им дали просто, паяльник, и все, и проводи как ну хочешь. да, ну нет, 100 раз 2. Ну паяльник это понятно, а Ну. как его? А ну, А это же куда его документ. засовывать, они не знали. Отставь. Это же надо документально оформить. Ну, понятное дело. То есть мало выбить признание, Нет, надо же 100 раз 2. оформить. А документально оформить они не умеют.
То И есть, вот тогда приходил я и рассказывал, как вот документально оформить. все понятно. То есть, выбить признание они могли, а оформить не умели. Да, так точно, Все да. понятно, ясно. А Потому вот, что в Чечне не было судов, они возили судить в Ростов. понятно. Слушайте, а вот какой основной инструмент дознания был? Паяльник я В угадал Чечне? или все-таки утюг? Нет. Паяльник, Там вообще ничего не надо было. Там, швабра. если держали человека, то он сам признается, Ну, все. понятное дело, засунули швабру в задницу, сам признается. Нет. Там даже ничего не... Не глубоко засовывали. Когда его просто задерживают, он сразу признает. Явка с повинной, Вышинский, ну, как вы знаете, 39-й год, Вышинский, там же, говорит, явка с повинной, это самая царица доказательств. Нет, признание царицы доказательств. Ну, так точно. Но Вот и все признание же надо писали, еще уметь выбить. и все писали явку с повинной. Чего вдруг? Ну, потому что у них, как бы, Умели, имели способы. Я и говорю, паяльник. да нет, никаких по... Были Господи более Иисусе. какие-то крутые способы, чем паяльник? Нет, ну, вы понимаете, если, ну, ну вот как, вот смотрите, вот когда был 2001 год, если какого-то брали, какого-то чеченского человека, забирали его, ну, как его, На подвал. полиция, хуи, Да. ну, то если он выходит назад, то значит, ну как, из гестапо никто, вот это, отставить. Вот я когда был первый, это как его, 2001 год, Шелковской район, Стрелков Гиркин, это у нас он был ФСБшником. Понятно. Вот, и я думаю, блядь, сука, откуда я его знаю-то, блядь? Ну, а он еще был старшим лейтенантом, там у нас это как его, вот в Шелковском районе 2001 год. Понятно. Не, 100 раз 2. И они жили, у нас там эти, как его, ну, эти, как его, кинологи, там, это, Мгм. с собаками. И это как, кинологам, собакам всегда мясо дают. Ну, понятное дело. И они всегда шашлыки нам жарили. Мы Собаки всегда или там кинологи. бухали, собак-то они отделяли, а Собачатину? мы всегда, да. Собачатину вам жарили? Мы всегда там бухали, шашлыки же. А А что эти, жарили? эти козлы ФСБшники, у них была это отдельная комната, и ну, мы всегда это как вот Сыркова Гиркина, я помню, вот, мы им говорим, слышь, пацаны, пойдем с нами там бухать, там туда-сюда. Они говорят, да нет, нам, ну, типа, ну, как мы ФСБ. Западло, да. Ну, понимаешь, да, ты. Может, просто Мы с вами собачатину, бухнем, может, собачатину просто не любили. какую собачатину, Ну, собакам давали свинину, там все, там как так положено, собакам, телятину. получается, не давали свинину, раз ее на шашлыки жарили. Ну нет, ну им часть давали. Там, Кости. ты знаешь, нет, 100 раз 2. Вот у нас был такой кинолог, вот он даже со Владимира приехал, у него была такая собака, я один раз в жизни такую собаку видел. Он, он просто на нее вот просто вот так вот посмотрит, Она уже и она, тапочки блядь, несет. тогда все что угодно делает. Тапочки приносит. Да, вот он просто, вот, ну, он просто на нее посмотрел, и она все Она все делает. понимала. Не, 100 раз. Я потом это работал в уголовном розыске, а там же как, ну, как вот на сутках работаешь там, это как, и, соответственно, положено кинологов, хуёлогов там, да, когда там расследуют преступления, там, туда-сюда. Вот, там надо вызвать кинолога, там, вся эта хуйня. И, короче, ну, приезжает кинолог. Говорит, не, стой, я просто дежурю на сутках. Там зарезали человека в ларьке. Это как, ну, блин, а вот кинолог, там вот это как вот может там приехать дежурный.
А собаки сейчас не могут, они сейчас спят, у них там рацион. И, короче, вот я с этими, ну, там, с операми, там, мы, ну, Нюхали, побежали, сами нюхали. да, нюхали, не, 100 раз 2. Потом приехал кинолог, и он это, как его, он, типа, собака взяла след, и что-то там, это, как его, я там ну, ну, короче, ну, вот мы трое опера, блядь, нас этот, как вот, дежурный оттаскивал от него, это, как вот, ну, мы его просто ебали, хотели расшибить. За что? Он там писал рапорт, что собака взяла след, блядь, это как вот. Она не взяла на самом деле. Нет, собака сидела там где-то в кинологической службе, а он один приехал без А, один и сказал, что собаки. я взял след. Ну да, написал рапорт, что собака участвовала Понятно. в расследованном преступлении. Ясно. Ужас. А что Ну, сейчас ну, думаете, это, ну, Дмитрий? как, ну, Сейчас повестка не приходит? Ну, в смысле, на ну, вы Украину поехать. знаете, на Украину я лучше на Кремль поеду, во-первых. На А Кремль не во-вторых, это страшно? как, нет, господи, умирать? Я уже там 3 года умирал, я 15 лет умирал, мне умирать не страшно. Понятно. Нет, ты знаешь, нет, ты знаешь, умирать страшно. Перед Богом стоять Первый раз страшно. страшно умирать, а потом не Не, страшно. отстань, отстань. Перед Богом стоять страшно. Что ты, блядь, сделал какую-то хуйню в жизни. Понимаю. А если ты сделал нормальную вещь, то перед Богом стоять не страшно. А умирать все равно страшно. Да не, отстань. Это не, вот пули, не, вот видишь, у меня, вот это как на башке шрам. У Ну, меня вот я лично видел, вот я по Чечне ездил, у меня хуяк это как, ну, а там была партизанская война такая, это как его. Вот мы ехали там на УАЗиках, там на этих странах, ну, там вот, и хуяк это как его, ну, очередь из автомата, из пулемета, я не знаю. И водителя, ну, я вижу, как он там все, чик, он, ну, в него попал, и он сразу умирает. И как он, ну, он бросил руку, и мы врезаемся в дерево. Вот первый бой мой вот в жизни. И как его, я из этого как вот сраного УАЗика как-то выползаю, блядь, ну как его, начинаю стрелять куда-то туда, блядь. А, а у меня кровище, вот это как у меня, ну, все, ну, вот, ну, ну, блядь, все за это как его. И все, и я стреляю, и теряю сознание, и все. Потом я очнулся, что я где-то там это, ну, как его, начальник говорит, Диман, давай как будто, я говорю, ты что, как ничего не было, как, ну и, короче, меня там в госпиталь отвезли, там, все, я еще там, это как, ну, а там, ну, там местные, я говорю, не, они говорят, давай мы тебя в Ханкалу, куда, я говорю, нет, я говорю, я домой. Мне там зашили, там что-то там, это как, ясно. я говорю, я к пацанам домой, не. Понятно. Слушай, а чё, вот, а помнишь, вот, чем был Гиркин? Может, что-то запомнил про него, про Стрелкова Гиркина? Или ты его видел пару раз? Я тебе честно говорю, вот мы были в Шелковском районе, там, ну, Республика Чечня, вот это как его, там эта школа такая, у нас первая площадка, у нас была вторая площадка, он там жил на первой площадке, и это как его, и, ну как, вот я тебе говорю, он жил там возле кинологов, А чем он а, занимался там? ну, ФСБ занимал, они куда-то ходили, бродили, что-то там с кем-то, что-то там
какие-то базары имели, там что-то там туда-сюда. Гешефт? Ну, ну, с местными договаривались, что-то там как-то. Ну, вот у нас в Шелковском районе была банда Смирнова. Это подполковник внутренних войск. Он, короче, сказал, что, блядь, я в рот ебал во всех ментов. Он перешел на сторону чеченцев и организовал какую-то свою банду. И вот, и мы их типа ловили там по лесам. Я, Поймали? я вот ну, конечно, это вообще это. Нет, ну это, ну, в принципе, это было так, но в основном это было пиздобольство, конечно. И я уже когда второй, третий раз приезжал, всю эту банду Смирнова ловили. И я помню, я первый раз, ну, как его, я понимаю, что такое. А внутренним войскам, блядь, дали минометы. Мгм. А внутренние войска, блядь, не умеют стрелять из минометов. Они Потому что, думают, это блядь, гранатомет. не, ну, 100 раз 2. Ну, я даже в ментовском училище учился когда, ну, я понимаю, что пушка там с закрытых позиций, там, ну, как, а это там надо рассчитывать, там, это как квадраты, там, куда ты ебашишь, блядь, там, как заряд какой летит, там, подвязывать к этому миномету, там, заряд, или не на... Ну, короче, ну, я и то как-то ну, блядь, ну я тупой, кстати, я потом из него, да, и вот. И мы, короче, идем, ну, там, типа, зачистка деревни. А мы, блядь, пошли, блядь, это там, через, ну, там, местный какой-то проселок лес сократить. И эти пидорасы, они обстреливались, когда лес, чтобы это, как его, ну, типа, боевики там не ходили. И я вот помню, я вот в этой в каске там, в разгрузке, как это, анекдот такой. Говорит, это как, а ты, говорит, почему, говорит, это как, на построение не вышел, блядь. Он говорит, ну я, говорит, как, взял пулемет, одел бронежилет, каску, это как, пулеметные ленты, развесил, 2 гранаты взял, подошел к зеркалу и обосрался. Вот. Понятно. Ну, Так вот. вас накрыли свои же минометным Не, огнем? вот это, минометный магазин. И нет, ты знаешь, я вот лежал под этим, ну, слава богу, никого там не убило. И вот я вот лежу, вот это все, у меня там вот это как магазины, хуины, там это, автоматы. посу- а я уже как крутой, у меня подствольный гранатомет, там, все, я как крутой чувак, блядь, я уже второй раз в Чечне. Я знаю, что носить. Вот. Подствольный гранатомет, эти как его, 8 грамм. Я думал, что это как, ну, земля поменялась с небом, блядь, и это и там бля, бля. Я думал, что я вместе подлетаю, ну, вот это вот, минометный этот обстрел, я думал, что что я лег, блядь, вот это как вот, а вот, ну, как закрылся, ну, как, и все, вот лежу, и мне казалось, что я пролежал целый день. Ну, там, ну, а там прошло, там, ну, я не знаю, там, ну, полчаса от силы. Блядь, ну это страшно, блядь. Ну, 100 раз 2, это как вот, ну, в детстве, я помню, это как вот, я только раз видала рукопашный, один раз наяву и 1000 во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Я эти стихи вот вспоминал постоянно. Когда, блядь, ну, когда из людей, блядь, ну это действительно страшно, блядь, ебать.
Понятно. Не, ну а с другой стороны, ты это как его? Ты из этой хуйни приезжаешь там в Москву, там ну, вот на поезде, там что-то там. Я вот с этим медведем, блядь, ебаным, вот я его тоже привез из Чечни. Я и с этим медведем, я стою, блядь, в Москве, там люди ходят, какие-то рекламы раздают. Нет никакого комендантского часа, нет ничего. А у меня еще пистолет, я думаю, блядь, кого застрелить, сука. Блядь, ебать. Страшно, Но блядь. отошел потом, да? Ну, конечно. Да нет, ну... Не, 100 раз 2, я не отошел, я... Потом это как, потом когда, ну, вторая партия, ну, то есть, уже на следующее, я опять поехал. И мне это как, ну, вот этот адреналин, вот когда, Это как ну, в это, анекдоте. ну да, не, 100 раз 2. Но это как, вот когда ты молодой пацан, блядь, вот и тебе вот это вот, ну, блин, ну это тебя, это прям тебя манит на этого. Штырит. Ты видел кровь, ты видел, блядь, и там каких-то... Я помню, вот мы на УАЗике ехали, комендантский час, мы ехали, это как... И нас эти, как вот свои, расстреляли, блядь, с беременной бабой. Мы там уже по рации, там это все доложили, что в комендантский час, а баба рожает, мы ее везли в больницу, и нас расстреляли. И ее тоже. Свои расстреляли. Всех насмерть. Нет, ну я-то, видишь, живой, нет, никого, нет, они так это постреляли, потом что-то поняли, что не туда стреляют, они перестали стрелять. Понятно. Ну, правда, стреляли, блядь, и ебать из этого, из КПВТ, блядь, из БТР, блядь. А Понятно. там, блядь, это как, если, ну, там 12, ну, блядь, вот там, если, ну, я не знаю, Если прилетит, прилетит, то, башки не будет. ну, да, какой башки там, мне руки, ну, там все нахрен отрывать сразу. Понятно. Ясно. Не, Чем, это думаешь, сейчас страшно, блядь. закончится? Вот сейчас наверняка еще страшнее там. А Ну, там вообще, вот я, если разговариваю с украинцами или с кем-то там, я говорю, блядь, ребята, я был на войне, лайт войне, вот, ну, как вот, лайт. Это как, я в детском садике на прогулке был, а там что-то, господи Иисус Христе. Если там работает арта, если там работает танки, если там, да, блядь, если там работают эти, как его, ЗУ, у нас, я помню, там по Чечне, у нас там это как его, бойтесь духи, башню клинит. У нас там на Урале стояла ЗУшка, там едешь там куда-нибудь там на зачистку, блядь, там какое-то село, блядь, хуяк там кто-то пошевелился, ЗУшка разворачивается, блядь, этот, и там, блядь, деревья нахуй падают. А тут, блядь, арта работает. Ну, Господи Иисусе Христе. ясно. Как закончится, думаешь, Дмитрий? Ну, ты знаешь, фон Клаузевиц, Сунь Цзы. Ну, Фон Клаузевиц что сказал? сказал, Что, каждая ну, война не, заканчивается отстань. перемирием. Ну, его, да, ему сказали, это как, его спросили, как выиграть войну? Он говорит, мне надо всего 3 вещи. Деньги, Деньги еще и раз. деньги. Да, вот у кого закончатся деньги, тот и проиграет. Я думаю, что у Путина закончится, потому что против него вся Европа, а у Путина, Та Европа, ну, если Америка еще. тем более, соответственно, если ему если вот этот, а все, не, вот это как вот дети там, вот, по Украине-то это как вот труба-то все равно идет Идет. газовая в Да, Европу, да. и почему-то никто там не воюет даже. Ну, понятное дело, газ Значит, святое это дело. дурацкая, да, это действительно спецоперация, это не война. Понятное дело. Вот когда Путину скажут,
вот, ну, действительно, нормальные ребята ему скажут, Путин, кончай хуйней заниматься. И все, эта война закончится. А почему же не говорят? Ну, значит, им выгодно. Да наоборот, столько денег теряют. Да 100 раз 2. А они развили производство своего оружия. Ему Оружие это... это не Нет, главное. не, отставь. Ну, вот, вот посмотри в интернете. Вот тех же самых Хаммерсов, у них там в Америке стоят целые поля, запомню, этими Хаммерсы стоят где-то там это. Ну, отлично, Ну, но это же соответственно, им надо списать оружие. Им надо развести там это как его. не совсем понял, Дмитрий. Не, 100 раз 2. Они же Вот, бесплатно отдают Украине. вот, отстань. Вот, я тебе рассказываю. Я был на войне в Чечне. Я выезжал, я помню, первый раз я выезжал, это как его, ну, меня отпустили там домой. Я выезжал, ну, в Кизляр, садился на поезд и ехал домой. И там, там сидел пацан, вот граница, блядь, Чечня и Дагестан. И сидел пацан, связист, срочную службу служил. У него денег немерено, он заработал на 3 машины, на 5 квартир. Там стояли гаишники и ходили к нему, а он сидел этим, как его, у него такая связная машина какая-то, шишига такая Мгм. стояла. И эти гаишники, где брать взятки, они приходили всегда к нему, ему откидывались. И это как я к нему зашел, это как, ну, говорит, а я-то, ну, как приехал, у меня а там ярославские гаишники стояли. Они говорят, ну, ты вон посиди там у этого пацана, там, это наш пацан, там, сиди там, пока мы сейчас тебя определим, мы тебя сейчас отвезем там на вокзал без базара. Все, я говорю, ну ладно. Ну, вот, и я сижу, он там, а ты кто? А я лейтенантом был еще, на первый раз. А ты что? Ну, я молодой пацан, мне там 22 года, там, блядь, и как, я лейтенант, блядь. Он говорит, а ты что, лейтенант? Я говорю, да. А он там это как, ну, ефрейтор, блядь. Я говорю, бля, я говорю, ну и что, рассказывай. Да, бля, слышь, я заработал. И вот мы с ним просидели там часа 3, а эти гаишники заходят, а там, ну, например, едет автобус из Дагестана в Чечню, ну, с какими-то людьми. И, короче, с каждого человека там, вот, ну, по нынешним деньгам, там, блин, я не знаю, 100 рублей берут. Вот с каждого человека. Кто вот на этот пост пересекает, Мгм. а там пересекает, ну, это как у границы, там 1000 человек пересекают. Вот один автобус там, блин, и то есть водитель несет это как его свои документы, и там уже это как его, там уже деньги и все это как его, да. Уже вложено. Да, уже вложено и все. Нет, это когда мы тоже были в Чечне, это как эти мы приехали менять там это. Мы говорим, они говорят, вы стойте на дорогах. Если вы хотите денег, стойте на дорогах. Он говорит, да нахуй нам что, какие дороги? А там действительно, когда ты стоишь на дорогах, и, ну, там просто вот так вот руку, не надо ничего махать, там это, какой-то палкой, там, как гаишник, там. Ты просто руку поднял там с автомата, там все, машина останавливается, это как ваши документы. И тебе в документах уже несут, там, ну, вот как вот сейчас, вот, например, 100 рублей, блядь. Все. А если ты не возьмешь эти 100 рублей, то они поедут дальше и скажут, блядь, там какие-то пидорасы стоят, они деньги даже не берут. Это какие-то неправильные менты, это какие-то эти, как его, Диверсанты. диверсанты, да. И вас загасят. Да, и могут и ебануть, блядь, из минометов даже. Понятно. Ясно.
Все Ну, понятно. это так было, ну, извините, но это Чечня, прости Все господи. понятно. Все понятно. 2001 год, это вот я помню. Ну, 2003 это уже было совсем другое, там это... Ясно. Ко мне вопросы есть, Дмитрий? Ой, господи, какие к вам... Мало ли. Ну, вы, я понимаю, вы тоже нормальный человек, вы Не стоит сами в обольщаться. ахуе, вы сами, это как, ну, что-то понимаете, что-то не... Вы прожили свою жизнь. Ну, господи. Ясно. Все. Тогда пока. Да. Извините, Да. извините, у меня мама кандидат наук, это какое, я ей вопросы задаю, нет, стой, а вот у меня, она кандидат педагогических наук, она работала в департаменте образования, кстати, она Путина до сих пор любит. Я говорю, мама, ну как же вот это, и она, знаешь, она вот как вот у лошадей-то эти шоры, вот Мгм. она как бы зашла. Она говорит, нет, 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 в интернете это нет, 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 это все фейки. Я говорю, ну как же на Украине 500, ну как, мама, ты же меня не этому, мама, нет, нет, но у нее хорошая пенсия, там чуть не под 100 тысяч рублей. Она чиновник категории, ну там какой-то чиновник категории Б, там, ну хрен знает, ну короче, самая хреновая категория, ну пенсия 100 тысяч. Хрена себе, сказал я себе. Да, а люди у некоторых там 11-15 У тысяч. большинства И, ну, 11-12. и она любит Путина и говорит, Дима, твои знания не системны, ты мент поганый, Не ты, блядь, у понимаешь. тебя это как вот, ты ёбнутый, ты ничего не Да. понимаешь. И это как вот. Ясно, Дмитрий. Все, будем прощаться. Ну да, дай бог, очень приятно было с вами пообщаться, дай бог вам здоровья, До дай свидания, бог вам Дмитрий. всего хорошего. Ну и что сказать? Не знаю. Я не знаю, что сказать. У меня комментариев нет. Про Чечню рассказал все замечательно.